Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Персонально ваш. Здравствуйте, в эфире «Эхо Москвы» Уфе, программа «Персонально ваш». Меня зовут Елена Черкова, а «Персонально ваш» сегодня кандидат социологических наук Арсен Нариджанов. Арсен, приветствую. Здравствуйте. +7 927 304 10 51, номер для ваших смс-сообщений с вопросами нашему гостю. Пожалуйста, не забывайте подписываться. Трансляции, да, у нас на Ютубе и на Фейсбуке запущены. Сообщения еще можно присылать в Телеграм. Давайте с выборов начнем, раз уж все-таки у нас... Начались. Внезапно начались. Пока-то еще, наверное, нет, но уже, наверное, готовимся мы. Всю неделю, что про них и говорим. Ну, осталось чуть больше, чем полгода. По сути, это же даже уже не срок. Вот в связи с тем, что осталось как раз чуть более полугода, как вы думаете, кто на эти выборы будет заявляться еще в качестве кандидатов? У нас вчера Николай Евдокимов был политолог в гостях. Он сказал, что представители парламентских партий могут вполне, возможно, заявить федеральных политиков. Согласны ли вы с этой точкой зрения? Ну, наверное, да. Дело в том, что ЛДПР и коммунисты — это такая у нас легальная оппозиция, да, ручная. Угу. И понятно, что они долго сидели как засадный полк где-то в засаде, но вот выборы последних лет показали, что народ начал интересоваться альтернативными кандидатами, и в ряде регионов мы видели, даже на губернаторских выборах, стали побеждать представители иных партий, нежели «Единая Россия». То есть вполне вероятно, что такие же кандидаты этой партии будут ждать нас на этих выборах. Другое дело, кто это будет, ну, я думаю, что это прежде всего будут согласованные для республики, это характерные кандидаты с республиканской властью. Mm-hmm. Они не будут представлять угрозы действующему, временно выполняющей обязанности Радия Хабирова. Но при этом достаточно, наверное, достойно покажут себя на выборах, то есть получат свои там, какие-то проценты. Угу. Побольше, скажем, чем 5-6, наверное, в этот раз будет. Давайте попробуем прям вот персонально подумать о том, кто бы это мог быть. Кто может от ЛДПР пойти? Вот всплывает в последние дни имя депутата Ивана Сухарева, например. Ну, почему нет? Он же там был в Госдуме, не знаю, насколько велики перспективы того, что он там появится снова. Надо напомнить о себе избирателям. Такого рода кампании против таких кандидатов, как Хабиров, это всегда очень хорошая возможность поднять свой рейтинг, узнаваемость. И, в принципе, почему бы этим не воспользоваться, для того, чтобы потом уже на думских выборах уже использовать этот накопленный багаж. Есть у ЛДПР еще кто-то, кто мог бы стать кандидатом? Возможно, мы сейчас не про федеральных говорим. Есть, наверное, но это такие подпольщики, видимо, о которых ни мы, ни они пока не знают. Угу. Хорошо. Может быть, кто-то из федералов приедет. Понимаете, какая вещь? Как бы складывается такая ситуация, что, конечно, фигуры уровня Радия Хабирова, наверное, вряд ли появятся в республике в оппозиции или в официальной оппозиции. И то, что он эти выборы выиграет, сегодня, по крайней мере, сегодня, до появления всех фигур на доске предвыборной, не вызывает сомнения. Угу. Вопрос, собственно, один. Будут ли эти оппоненты и кто это будет? Конечно, наиболее интересно было бы, если бы, условно говоря, это были бы оппоненты не только из легальной оппозиции, но и, скажем, такие, как там Айрат Мухаметов, например, были бы допущены. Но они заявились, он заявился. Совершенно верно. Но одно дело заявился, другое дело мы знаем, что в республике для того, чтобы избираться, надо, чтобы тебя выдвинула партия, и надо пройти муниципальный фильтр. Да. Мы слышим, что муниципальный фильтр будет вдвое снижен. Сейчас готовится законопроект, в Государственной Думе. А с чем это связано вообще, решение снизить его? Зачем? Это же партии власти, это невыгодно. Понимаете как, на каком-то этапе люди, которые пришли к власти, решили, что, наверное, они самые лучшие, и больше, может быть, и не надо, чтобы кто-то приходил. Мы же самые лучшие, чем дальше? Лучше нас что, не так? Лучше нас не будет, да, поэтому
соответственно, обладая всеми рычагами власти, они стали создавать один барьер за другим на пути выдвижения и получения статуса официального кандидата всем остальным, значит, игрокам на нашем этом политическом поприще. Соответственно, прежде всего метили, конечно, в несистемную оппозицию, но попали в системную оппозицию. И сегодня парадокс. Вот этот муниципальный фильтр практически это запретительный закон. То есть пройти его невозможно, учитывая, что там огромное количество, там, ну, сейчас в разных регионах по-разному, но 90-85% единороссы. Ну, и получается, вот даже мы видели, когда шел Навальный в Москве, Собянин, на первых выборах Собянина, когда Навального допустили, фактически Собянин должен был дать команду муниципальным депутатам, единороссам поддержать оппозиционера Навального. Ну, это глупо, да? Что мы за партия, если мы, ну, вот так вот, в зависимости от ситуации, ведем себя? Если мы единороссы, давайте мы будем поддерживать единороссов. Но мы видим, что поддержка сегодня Единой России, она вот определенно имеет как бы издержки, ну, в силу, опять же, того, что слишком вот давили. И сейчас рычаг идет немножко обратно. Поэтому вот, чтобы не упадать в такие ситуации, когда надо этих муниципальных депутатов заставлять выбирать и поддерживать оппозиционного политика, этот фильтр снижается для того, чтобы там системная оппозиция, коммунисты или ЛДПР могли бы все-таки выдвигать своих кандидатов и проходить. Ну, при наличии того, если они до этого работают нормально в регионе и имеют своих муниципальных депутатов. По логике вещей коммунисты должны иметь энное количество депутатов достаточно для прохождения. Если они не имеют их, или ЛДПР, это говорит только о том, что они плохо работают. Потому что муниципальным депутатом стать, конечно, гораздо неизмеримо проще и легче, нежели стать депутатом, условно говоря, Госсобрания, Курултая или Госдумы. Ну вот вы начали с того, что сейчас этот проект рассматривается, да, возможно, у нас этот муниципальный барьер снизят. Что это даст? Это даст возможность реальную вот этим кандидатам попробовать попасть Нет, в на этот сегодняшний вот на осенних выборах не даст. Но опять будет, вот если власть будет умной, она, конечно, сама поможет, подберет себе оппонентов, поможет им пройти муниципальный фильтр для того, чтобы легально победить и получить ту легитимность, о которой сегодня мы все говорим. На Западе, если президент, там, ну, условно говоря, Америки избирается с перевесом 52% голосов, считается абсолютно легитимная, уверенная победа. В нашей политической практике чуть по-другому немножко. Нам надо не только победить, но еще и как бы вот такой плебисцит или, как это сказать, там, всеобщий опрос, пройти референдум доверия. Нам надо, чтобы цифры были там 70-80%. Тогда мы верим, что да, этому человеку точно доверяют. 82. 82, да, хорошо. Золотой стандарт — это 82%. Но даже если 82, понимаете, если нет оппонента серьезного, за которого альтернативно можно проголосовать, то эти 82 не будут являться легитимными. А вот если у вас, условно говоря, приходит Дильмухаметов на выборы, и вы получаете там, ну, 75 или 80%, а Дильмухаметов получает 20%, это, конечно, абсолютно убедительная легальная победа, которая вообще многие очень вещи может в республике надолго расставить акценты так, что ситуация коренным образом поменяется. Потому что сильный соперник, и это показывает, что власть, то есть если 82% побеждает, там, например, условный Хабиров при наличии Дильмухаметова, значит, все-таки честные выборы были. Ну, во-первых, это показывает честность выборов, во-вторых, идет борьба мировоззрений, взглядов, понимаете, ведь политика — это обмен мировоззрениями. У нас мы привыкли за последнее время, что у нас очень много политиков, ну, очень много кандидатов избираются, мы даже не знаем их программы. Ну, понятно, что они за все хорошее против всего плохого, а что конкретно-то? И нам не интересно, как избирателям, нам это рассказывают тоже как скучновато. Априори считается, что, ну, меня же согласовали, значит, ребят, что вы хотите, выбирайте все. Но это не дает легитимности. А сегодня, видите, как поворачивается колесо. Сегодня и Кремль, и местные все политики, особенно, ну, губернаторы, я прежде всего имею в виду, региональные, они хотят быть всенародно легально избранные, потому что это придает их полномочиям, ну, вот тот вес при решении очень серьезных
различных политических и экономических вызовов, которые перед ними стоят. То есть то, что мы говорим политическая воля, вот когда мы говорим, что не хватает политической воли, или есть политическая воля, или там мы даем характеристику тому или иному губернатору, сильный или слабый, да вот эта сила, слабость и политическая воля, это есть как раз производная от легитимности, понимаете? Если эта легитимность есть, ты будешь сильный, и у тебя будет политическая воля, потому что ты понимаешь, что большинство за тобой. А если, конечно, ты нарисовался, и тебя избрали, там, условно говоря, за тебя проголосовали 30, нарисовали 80, ну ты это знаешь. И, конечно, это начинает работать в минус. Ты знаешь, но тебе это не мешает, тем не менее. Давайте продолжим по поводу возможных наших кандидатов. От КПРФ нам Александр Ющенко, депутат Госдумы, рассказал, что рассматривают как минимум 3 кандидатов. Вот по каждому из них предлагаю пройтись. Во-первых, это Юнир Кутулгужин, глава местного райкома КПРФ. Ну, удивительный человек. Если он будет баллотироваться, конечно, мне просто, даже будет интересно послушать. Почему? Он настолько противоречивая личность, он в каждом предложении сам себе противоречит постоянно, понимаете? И я не очень понимаю вообще, за кого он, чей он. Но если это вот сегодня модель коммунистического поведения, то я, конечно, коммунистам просто не завидую. Я неоднократно слышал у вас в эфире и просто поражался тому, что как человек с такими интеллектуальными данными может вообще возглавлять Компартию Республики. Ну, я как-то знал других людей, которые Никитина, который в свое время возглавлял, это были совершенно другие люди. Ну, на мой взгляд, это будет жирный минус для коммунистов. Еще один кандидат от КПРФ, возможный кандидат, да, это депутат Курултай Альгамгалин. Ну, я менее, что по нему могу сказать. Он фигура более такая теневая. Ну, вряд ли хватит у него харизмы и известности сегодня, дать хотя бы малейшее какое-то пободаться с Хабировым. 3%, наверное, он свои получит, 4. На протесте, может быть, и 8. Вадим Старов. Вадим Старов достаточно молодой человек, да. Он, конечно, у нас давно от коммунистов. Он достаточно давно у нас в Курултае, да? Там и зам он был, и сейчас, по-моему, зам, да? Не знаю, где-нибудь вы видели что-нибудь, что он сказал вообще? В публичном пространстве? Публичном Очень пространстве. редко. А какой-то политик, который молчит в публичном пространстве? Место занимает в Курултае, давит мягким местом на кресло. Наверное, это его потолок, наверное, на сегодняшний день. Уж не с Хабировым бодаться. Слушайте, раз вы сказали про кресло, прям, извините, я хотела это оставить на десерт, но не могу. Буквально за несколько часов до нашего эфира обнаружили на сайте госзакупок информацию о закупке кресел новых для зала заседаний Курултая за 11, почти за 12 миллионов рублей. Как вам? А какое количество кресел? Там что-то 200 с чем-то. Одно кресло сколько стоит? Так, у меня просто калькулятор там. Явно не 400 тысяч, как там есть некоторые лоты. 1020, наверное, что ли? Возможно. Я не знаю, я кресло редко покупаю. В Икее 1012. там не те кресла, какие нужны. Имеется в виду кресло в госсобрании, наверное. В зал заседания, да, конечно, за 12 почти миллионов рублей. Это, наверное, специфические, там же надо ставить еще и систему голосования, перестраивать, кнопок, это куда-то должно стоять. Вполне может быть такое. Тут, понимаете, с одной стороны, по-обывательски, много, да, здорово, как много, 12 минут. С другой стороны, если начни разбираться, там, одного спроси поставщика, другого, третьего, может быть, это и вообще средняя цена по больнице. Тут я не специалист в этом деле, и трудно понять, о чем идет речь, понимаете. Надо смотреть, читать, мы любим в нашем и внутреннем пространстве, и журналистском пространстве. Мы какой-то один факт нашли, вытащили и выкричим, вот этот факт. Объективности ради надо сказать, что надо смотреть. Не всегда то, что нам показывают, это есть на самом деле системно важно. Это как ложечки, я помню, закупали в «Газпром», вертолеты. Да. Это, конечно, там серебряные, насколько я помню, там, были. Да, там какие-то очень дорогие там наборы были. Это, да, явно несоразмеримо. А это с системой для голосования, они же, понимаете, депутат сидит на кресле, перед ним это должна быть, я сам был депутатом городского совета, и должна быть какая-то перед тобой пространство, где можно ноутбук положить, документы, систему голосования, под нее ноги надо заставить. То есть
это все вот специфическим образом тоже определенная мебель такая. Ага, ну ладно, это было такое лирическое Да, отступление, да. раз уж мы к слову креслу-то пришли. Продолжим давайте про кандидатов возможных. От условно, ну назовем их либералами, да? От них кто может пойти? От либералов. Ну вот не от КПРФ, не от ЛДПР, не от... У нас есть такие либералы вообще, нет? Мурзагул. Сам? Ну, Ну, вряд ли. Но он же говорит, что он либерал. Так, ну ладно. Ну, Ну, от этого крыла, нет, условно, назовем их конечно, так. я пошутил, да, естественно. А был бы номер? Ну, подождите еще. У нас, кроме выборов губернатора, у нас будут выборы еще и в Госсобрание, у нас будут выборы еще Госдуму и в в 21 Госдуму, году. да. Так что всяко может быть. У нас, ну, кстати говоря, ничего там, так сказать, я плохого, кстати, не вкладывал. Я как раз именно считаю его одним из человеком, и сам он считает либеральных направлений. Это неплохо. Это хорошо, когда во власти есть люди, которые имеют либеральные ценности и могут людям с консервативными ценностями тоже иногда об этом напоминать. Ну, таких вот явных либералов, Ну, давайте назовем это так несистемной оппозицией, что ли, если уж на то пошло. Ну, давайте так. Кадыров у нас, да, так. так сказать, вот Айрат Дильмухаметов, да, хотел. Кто еще? Штаб Навального местный. Ну, штаб Навального местный, Лилия Чанышева, ну, не обязательно Лилия, может, у них свой какой-то кандидат будет. тоже подпольщик, как у Сухарева. Я ничего не утверждаю, я просто мы же никого не накидываю знаем идеи, других. конечно. Понимаете, эти выборы губернаторские, они специфические. Сюда должен прийти человек, которого хотя бы люди знают. А не так, что люди смотрят, а кто это такой говорят. Ну, не будут люди голосовать вообще за кого ни попадя. Люди хотят голосовать за того, кого знают. Или, ну, хотя бы там, на слуху он был. Ну, при всем моем уважении к Лилии Чанышевой, к штабу Навального, ну, там таких людей я не вижу. Имя Тимура Валеева говорит вам о чем-нибудь? Тимур Валеев. Это человек, который сейчас входит в Федеральный совет Российской партии «Гражданская инициатива», она же партия «Перемен». Он участвовал в том числе в выборах президентских, работал в штабе Ксении Собчак, сам он из Башкирии. Его, по некоторым нашим данным, называют возможным кандидатом от, ну, такого, скажем, либерального крыла. Ну, возможно. Сейчас я вспомнил, что такой был товарищ. Правда, я Он не журналистом знаком с ним, был, да. Ну, вполне возможно. Я же говорю, вот эта прекрасная возможность, понимаете, когда идет сильный потенциальный губернатор, мощный, сильный, харизматичный, за которого, ну, априори готово проголосовать большинство, и на этом фоне любой, кто против него выходит, пусть с нулевым, с отрицательным рейтингом, понимаете, он часть этого рейтинга, этого губернатора на себя все равно как и луна от солнца, понимаете? Вот отблеск получает. И он с этих выборов выйдет совершенно другим человеком, там, не знаю, может быть, даже федерального значения, там, по крайней мере, на федеральный уровень может выскочить молниеносно, его будут знать. Поэтому это очень хороший способ раскрутиться и там, да, не победить, и не догнать, но вот заявить о себе. Тут поэтому любые могут быть товарищи. Тут ничего удивительного в этом нет. +7 927 304 10 51 номер для ваших смс-сообщений. Пожалуйста, не забывайте подписываться. Нам тут Рутений Забиров прислал вопрос по поводу выборов. Вы сказали, народ стал интересоваться, а не потому ли это произошло, что власти прекратили массовые фальсификации? Но прекратили ли они? А где они прекратили массовые фальсификации? Это вопрос нашего слушателя. Ну, Рутений должен зайти на сайт «Новой газеты», там был очень хороший обзор последних выборов есть. Он должен посмотреть, но там фальсификация была, по-моему, 50% по всей стране. Там доказательно очень все это приводится. Ну, другое дело, что насколько это вот... У нас тоже такая культура нарисовать что-нибудь. У нас она давно сложилась уже. Ну, у нас же, в принципе, «Голос» даже после курултайских-то выборов говорил, что были и подтасовки, у нас это все просто это в было. культуре уже избирательного права. Здесь это как нормальное уже что-то воспринимается, к сожалению. Нет, это воспринимается уже никак. Уже просто народ перестал это воспринимать хоть как-то. Ну, как данность. Есть и вот есть. Я же перед прошлыми выборами говорил, мало кого сейчас все это волнует, выборы и все прочее. Потому что цена самого мандата любого уровня, она сегодня, ну, мягко скажем, девальвирована очень сильно. И верить, что человек избран честно, и он собирается идти на выборы, ну, идет на выборы и становится там
депутатом какого-то уровня для того, чтобы решать интересы народа, народ не верит в это. Да? Соответственно, другое дело, что насколько это нужно вот сегодня в республике. Фальсификации? Да. У нас такая сложилась интересная конфигурация, когда пришел кандидат, там можно назвать его кандидат надежды, можно назвать его чудотворец. Это, знаете, когда вы кандидата позиционируете, там есть кандидат самый сильный, есть самый умный, например, там вот у нас Явлинский, да, вот он вот типичный самый умный, например, а Путин типичный самый сильный у нас, понимаете? 20 секунд у нас. Да, есть такой чудотворец, понимаете, вот пришел Хабиров, и мы верим, что ему по силу вот сделать вот то, что не было сделано до этого. Мы сейчас прервемся на новости. Я напомню, что в гостях у нас Арсен Нуриджанов, кандидат социологических наук. После перерыва вернемся и продолжим. В 13 часов 30 минут. В Кремле назвали рабочим процессом решение спикера Госдумы Вячеслава Володина прервать выступление министра экономического развития Максима Орешкина и перенести правительственный час с его участием. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ответы на вопросы по нацпроектам должны содержать конкретику. Напомню, Володин остановил выступление Орешкина, отметив, что министр не смог раскрыть предложенные для обсуждения темы. Евросоюз на следующей неделе официально утвердит новые санкции в отношении 8 россиян за инцидент в Керченском проливе. Как сообщает ТАСС, это решение сегодня подтверждено Советом ЕС. Фамилии россиян, которым будет запрещен въезд на территорию Евросоюза и доступ к банковской системе, станут известны после публикации решения Совета в официальном журнале ЕС. Петрозаводский городской суд сегодня вновь продлил арест главе Карельского мемориала Юрию Дмитриеву. Он пробудет под стражей еще 3 месяца. Напомню, правозащитника обвиняют в изготовлении детской порнографии и насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Свою вину Дмитриев не признает. Русский музей нашел временную замену для исторического полотна. Торжественное заседание Государственного совета, которое отправилось на открывающуюся 15 марта выставку Репина в Третьяковской галерее. Подробнее расскажет Майя Пешкова. В числе временно представленных работ ранее редко экспонируемые полотна. В их числе картина Григория Седова «Царь Иван Грозный любуется на Василису Милентьеву» на полотне Александра Литовченко. Иван Грозный показывает сокровища литовскому послу Горею. Также к эпохе Ивана Грозного отсылает картина Маковского «Обрядный поцелуй». Представлено полотно Павла Чистякова великой княгини Софьи Витовтоне на свадьбе великого князя Василия Темного и работа Верещагина «Осада Троицы Сергиевой Лавры войсками Дмитрия Донского». Работа Репина «Торжественное заседание Совета» вернется на свое место к 3 октября, ко дню открытия выставки Репина в Русском музее. Всего Русский музей отправил в Третьяковку 78 работ Репина. 60% россиян ругаются матом. Это выяснилось в ходе опросов ЦИОМа. 18% признали, что используют ненормативную лексику каждый день, 19% несколько раз в неделю, а 23% несколько раз в месяц. 38% респондентов утверждают, что матом не ругаются. Социологи отмечают, что доля тех, кто часто матерится, за 11 лет сократилась в среднем на 2-5%. Официальный курс доллара на завтра 65 рублей 84 копейки, евро 74 рубля 42 копейки. В Москве сейчас минус 5 градусов, ночью обещают до 16 мороза, завтра днем минус 1-3 без осадков. Марина Старцева, служба информации «Эхо Москвы». Благотворительный фонд «Изгелек» обращается к неравнодушным слушателям «Эхо Москвы» в Уфе. У 2-летней Чулпан Фаткулбаянова из Уфы редкое заболевание – синдром короткой кишки. Таких деток в республике всего несколько. На лекарства и специальное питание для малютки нужно 150 тысяч рублей каждый месяц. Медикаменты для Чулпан бесплатно не выделяются. Уже 2-й год ее поддерживает благотворительный фонд «Изгелек». Помочь девочке просто. Пришлите СМС на номер 3443 с текстом «Изгелек» пробел «Сумму пожертвования». Сумма может быть любой. Спасибо за помощь. Более подробную информацию вы можете найти на сайте благотворительного фонда «Изгелек».
Все, чем живет башкирская благосфера, расскажет Евгения Куцуева в программе «Блок-аут». Каждый четверг в 14:35 на Эхе Москвы в Уфе. По понедельникам и четвергам после 13 часов в студию «Эхо Москвы» в Уфе приходят те, кто хочет сделать наш город лучше. Слушайте совместную программу «Эхо» и Центра современного искусства «Облака» «Парк искусств». Ведет программу Валерьян Гагин. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски». Нанимать. Ижарага алу. Нанимать самолет. Ышкышны ижарага алу. Нанимать самолет. Ышкышны ижарага алу. Госкомтранс Башкирии нанял самолет за 4 миллиона рублей. Башкортостан транспорт дәүләт комитеты ышкышны 4 миллион сумга ижарага алган. Госкомтранс Башкирии нанял самолет за 4 миллиона рублей. Башкортостан транспорт дәүләт комитеты ышкышны 4 миллион сумга ижарага алган. «Эхо Москвы» в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски». Персонально ваш. Продолжаем программу «Персонально ваш». У микрофона Елена Черкова. «Персонально ваш». Сегодня кандидат социологических наук Арсен Нуриджанов. Я напомню, номер для ваших смс-ок +7 927 304 1051. Можете писать еще и в Телеграм. Пожалуйста, подписываться не забывайте. Арсен, хочется еще проговорить вот что. Подкуп общественников, о котором буквально недавно стали говорить, и госсми стали об этом писать, и используют термин чуть ли не заговор против Радия Хабирова. Вы в эту теорию заговора верите? Ну, отчасти. Почему? Отчасти. Давайте тогда про это. Ну, вот смотрите, всегда есть интересанты, которые хотят так или иначе, ну, как бы вот менять ситуацию или поле зрения в свою пользу. Поэтому наверняка есть какие-то силы, которые имеют деньги и которые там в личном плане где-то наступили им там на ногу или на хвост. И они там горят желанием немножко так отомстить. Вот в это я очень хорошо верю, и поэтому тут как раз вот это нанимание, ну, русская такая традиция, нанимание троллей, всевозможных этих общественников, которые, значит, там начинают поливать грязью от души и так далее, там подобное, за крайне небольшие деньги. Это вполне нормально, это реально вполне. А вот другое дело, что какие-то серьезные политические кандидаты или финансово-промышленные группы, которые планируют выдвинуть своих кандидатов, сегодня начинают поливать грязью. Вот, честно говоря, так не очень пока верится. Ну, может быть, я просто мало информирован. Почему не верится? Ну, давайте просто посмотрим на ситуацию вот со стороны, да, там, допустим, абстрагируемся от нас. Вот есть некая Башкирия. Есть некий Владимир Путин. Он там всем управляет, всей Россией послал в Башкирию своего фактически наместника. Да? Ну, так, генерал-губернатор, читайте. Ну, так и есть, да. Да, прислал. Ну, и что теперь? Давайте мы будем... А мы с вами финансово-промышленная группа, да, российского масштаба. Давайте нам вот наши интересы Башкирии ущемляют, но давайте будем против, значит, этого генерал-губернатора бороться. Мы против кого боремся? Против генерал-губернатора боремся или против Путина? А с Путиным бороться, эти ребята, извините меня, вряд ли кому интересно, кто захочет. Поэтому серьезные игроки, они эти риски все взвешивают, и зачем же им ссориться? Рано или поздно ведь Путин узнает, что это они проплачивают, и по головке за это не погладят. Поэтому думаю, что это вот... Но на месте всегда есть мелкие свои какие-то, так сказать, маленькие олигархи, олигархеты, там, не знаю, кто угодно, которые так что-то пытаются делать. Ну, да? конечно, слушайте, ну, каждый из нас живет достаточно долгую жизнь, и, понятно, в этой жизни появляются и друзья, и враги, и не бывает так, что ты никому не наступишь на ногу. Где-то ты извинился, где-то не успел, ну, по-разному бывает. Если действительно допустить, да,
сейчас прям подчеркиваю 3 раза, что действительно происходит. А кому это выгодно? Может быть выгодно. Ну, вообще напрашивается, конечно, западным спецслужбам. Это Ну, точно это, разумеется, совершенно, это понимаете? очень Всё-таки я универсальный смотрю ответ на Первый все канал, вопросы. и второй тоже. Естественно, это все Америка виновата. Ну, все Да. же. Нет, ну на самом деле, серьезно говоря, это тоже, это есть факт, и действительно есть центры за границей, которые работают против нас и пытаются все, что у нас негативное есть, это негативное распиарить, Против раструбить. По всем регионам работают, вообще по всей России. Так. Работают. Это технологии. Мы фактически, как бы кто ни относился к этому, не смеялся, мы в той или иной степени находимся в состоянии информационной войны. Эту информационную войну ведем мы, и ее ведут против нас. И понятно, что в этой информационной войне ну вот все, что происходит негативного, все это пытаются как бы наоборот добавить туда дрожжей, все это сболтать, все это как можно больше, шире. И прежде всего направить этот негатив против действующей власти. Ну разделяй власть, да, еще римляне сказали. Когда народ и партия едины, это я так вспоминаю 70-е годы, все хорошо, понимаете, когда народ и партия разделены, ну вот тогда начинаются всевозможные деструктивные явления. Ну, мы видим на примере наших соседей, да, что может быть. Вот. Поэтому такие центры работают, это совершенно точно. А вот кому надо здесь общественниками заниматься, ну, это вряд ли это какие-то западные центры, но это вот какие-то, не знаю, так сказать, какие-то люди, которым не нравится ситуация, которые... Есть просто интересанты, понимаете, вы даже не представляете, сколько денег есть у людей, им просто интересно вот чувствовать себя таким небольшим вот, ну, деятелем. Кукловодиком таким, кукловодиком, да, местного разлива, таких, создавать какие-то новости, он просто получает удовольствие, это не затратно, это... но при этом самооценка этих людей, она резко повышается. Такое-то вполне возможно. Тут, в общем, я все сказал. Ну что ж... возвращаясь, я просто сейчас Рутене мы до конца не ответили. Да, давайте. Нас прервали. Так вот, я хочу сказать, что учитывая, что вот мы ждем вот такую вот фигуру, как вот спаситель, значит, нации, грубо говоря, или там объединитель нации в виде Радия Хабирова, то, конечно, на месте Радия Хабирова я бы запретил бы вообще любые приписки, любые фальсификации. Я думаю, что он это сделает. И потребует, чтобы выборы были максимально справедливые и честные, потому что он пришел и приходит не на 1 год и не на 1 срок. И этот человек будет, 2 срока тоже минимум будет. И, конечно, он заинтересован в том, что он обладал бы абсолютно 100% легитимностью власти. Он об этом сегодня говорит. И то, что он не боится опираться на партию «Единая Россия», то, что он идет от нее, хотя... Тот еще имидж. Да, кстати, имидж «Единой России» в республике неплохой. Неплохой. У нас, я сам член «Единой России», и кинуть «Единую Россию», сказать, что «Единая Россия» какая-то у нас такая уж прям партия жуликов и воров в республике. Нет такого. Что-то поменялось с приходом Рустама Ахмадинурова? Меняется. И что меняется очень много. Прежде всего, отношение к людям. Отношение к людям, отношение к креативности действий партии. Понимаете, любая партия, она работает для чего-то. Есть партии, которые, одно дело, партия работает для себя, как такой внутренний, такая секта. И вот беда «Единой России» во многих регионах, что они так вот, как сектанты, понимаете? Да, что-то такое делают, но при этом мало кто что знает и понимает. А другое дело, партия может теми же самыми теориями малых дел, создание каких-то движух, там, не знаю, изменений, улучшений, требований обратить власть на то или иное внимание, на ту или иную проблему, она может создать очень много полезного для народа. Вот Рустам Ахмадинуров, он такой очень инициативный, креативный, умный человек, он умеет подбирать людей. Я с ним работал в школе российской политики, я был исполнительным директором, и я поражался всегда тому, как он умеет объединять вокруг себя людей и находить со многими компромиссы и так сказать, общие решения. Это очень хороший такой дар, и для руководителя исполкома партии это просто находка. Я думаю, что мы это в самое ближайшее время видим. Немножко дайте, там несколько недель прошло. Надо разобраться просто хотя бы с тем, что есть. Сейчас по тому поводу, потому что вы сказали, фраза немножко меня, конечно, покорёбила. Радий Хабиров даст поручение провести выборы честно. Это, конечно, очень классно слышать, когда
временно исполняющий обязанности главы региона дает поручение честно провести выборы, то, что, в принципе, и так должно работать в нормальном обществе. Имелось в виду, запретит это делать и погрозит пальчиком и скажет: Нет, будете так делать, не накажу. Я имею в виду это. Не полегчало абсолютно это сознание этого. Слушайте, хочу сейчас с вами поговорить уже не про политику, а про ЖКХ, как с председателем Союза домовых комитетов все-таки. С начала января у нас была анонсирована еще в декабре эта программа капремонта подъездов. В январе она стартовала, 6 марта. Есть какие-то результаты? Есть хоть что-нибудь? Нет, есть. Значит, расскажите. Во-первых, программа запланирована на несколько лет, да, на 6 лет, до 2024 года. Угу. Под программу выделяется 1 миллиард рублей ежегодно. Это огромные деньги на самом деле. Ну, просто для понимания, ремонт подъездов – это текущий ремонт. Угу. И его должны делать жители за счет текущего ремонта. Никаких денег от государства, из федерального, муниципального, из фонда капремонта не предусматривается. Вот мы с вами собрали, заложили деньги, каждый месяц сдаем, деньги делаются. Угу. Здесь Радий Хабиров нашел эти деньги в бюджете. Откуда? Ну, откуда нашел? У нас профицитный бюджет. Мы помним, что мы ругали предыдущего губернатора на конец года, что у него деньги есть, а он их не тратит, да? Ну, вот, наверное, из этих денег излишков нашел. Понятно, что там клад не искал, не копал. Но, тем не менее. Значит, это же тоже политическая воля, понимаете? Принять решение и использовать эти деньги. Определен значит, орган, который будет это контролировать, это фонд капитального ремонта. В фонде капитального ремонта, соответственно, проводят свои процедуры по подбору подрядчиков. Главам администрации и всем администрациям на местах дана команда, значит, довести это до жителей, чтобы жители провели собрание по своим домам и выбрали дома, которые требуют ремонта подъезда в первую очередь. Ну, я боюсь ошибиться, там, в цифрах, 1200, ну, какой же, в общем, короче, смысл такой. Сегодня все списки этих подъездов, которые будут отремонтированы в первый год, сформированы, они уточняются, собрания так или иначе практически там везде проведены. Очень важно... Собрание жильцов. Собрание жильцов. Для Хабирова очень важно в этой ситуации... Понимаете, одно дело, выделили деньги, отремонтировали. Ну, житель идет, подъезд был обшарпанный, стал как бы отремонтировать. Ну и что? Подумаешь, там, они и так их обязаны сделать. А поскольку это не обязанность власти, то, конечно, Хабирову хотелось бы, чтобы жители знали и сознательно принимали решения, понимая, что это их решение повлияет на выделение денег из бюджета. Ну и потом, после того, как ремонт сделали, хотя бы они какое-то время берегли бы его, жалели, там все-таки это большие деньги. Я сейчас хочу уточнить, то есть я правильно поняла, что вот этот миллиард, который выделяется ежегодно, вот выбрали, например, в этом году сколько-то подъездов, и он между этими подъездами разделился. То есть жители... По 200, по-моему, 60 тысяч рублей. 260 тысяч рублей на отремонтировать на подъезд не хватит. То есть жители еще должны будут доплачивать. Нет. Жители доплачивать. Сначала предполагалось софинансирование, сейчас его нет. Так, а как тогда? 250 тысяч это мало. Ну, 260 тысяч, это имеется в виду покраска стен, это входные двери. Ну, понятно, что, а что вы хотите в подъезде ремонтировать? Ну, перил, лестница. Ну, я не знаю, почтовые ящики заменить. Подъезд средний, там сколько квартир? Ну, 100. Есть перечень ремонтных работ, которые входят в эти 260, ну, как конструктор, вы можете набрать эти перечень работ вот на 260 тысяч. Надо посмотреть, если там в перечне все это попадает туда, то вы можете, ну, то есть, по сути, просто покрасят стены и двери новые поставить. Лестничные площадки, двери, значит, это все выпадает, да, окна, подоконники. Почтовый ящик просто не помню. Вот, но этот перечень доведен до всех заинтересованных, и на собрание считается, что на собрание должны приходить представители управляющих компаний, потому что под их контролем проходит, и где жители как раз и этот перечень определяют, который они должны сделать. Так вот, если собрание проходит официально, то есть жители выходят на собрание, приходят, и они знают об этой программе, то, конечно, эффект от взаимодействия власти, управляющих компаний и жителей будет ошеломляющий. Будут отремонтированные подъезды, которые будут беречь. Если власть выделяет деньги, управляющие компании и жители игнорируют это дело, ну, понятно, что
эти подъезды можно ремонтировать каждый год на эти суммы. Насколько вообще можно доверять? Вот вы говорите, были уже собрания жителей, протоколы, скорее всего, уже составлены. Насколько можно доверять этим протоколам? Насколько они чисто были составлены, подписаны? Нет ли фальсификаций? И кто за этим следит? Вы удивитесь, но каждый понедельник Ради Хабиров при общении с министром ЖКХ именно эти вопросы и задает. Как раз это у него под контролем, и вот правомочность собрания, их законность собрания, то, что они проводят, он и требует от глав, уже вот несколько недель, он и требует от глав городов, чтобы они сами пошли и посмотрели, как проходит собрание, приходят ли туда жители, голосуют ли они, знают ли они об этой программе, или это управляющая компания за углом нарисовала, там, сфальсифицировала наши подписи, и жители тогда этот ремонт будут воспринимать, ну, как само собой разумеющееся, а мы ценим только то, во что вкладываем силы и время. Вот если мы с вами пошли на собрание, если мы с вами выбрали перечень, проголосовали, потратили 30-40 минут своего времени, мы будем это беречь. А если это без нас сделали, ну, на своих подъездах мы видим. То есть результат. контроль за тем, чтобы все эти протоколы были настоящими, а не нарисованными, как вы говорите, за углом, он требует, это требует. Просто ответственность местных администраций. Местных администраций, да. Ну и Министерство ЖКХ, естественно. Хорошо. По поводу тендеров еще хочется проговорить. Ну еще, прошу прощения. Да. И сами, поскольку сегодня по жилищному кодексу существует система старших по дому председателей домовых комитетов, то именно эти председатели домовых комитетов по логике и должны принимать работу у тех подрядных организаций, которые будут проверить, действительно ли сделаны на эту сумму эти работы. Ну понимаете, да? Подрядчики, они все ребята умные, ушлые, бизнесмены, они, понятно, там жители хотят немножко это. Ну, тут вот как раз от этого контроля будет зависеть, насколько качественный будет сделан ремонт. Вот как раз про подрядчиков. Вот эти тендеры, выборы подрядчика, кто их будет осуществлять? Кто будет за этим Фонд следить? капитального строительства это делает. Хорошо, другой вопрос. Есть ли гарантия того, что тендеры не будет выигрывать фирма, где там 3 сотрудника и 10 тысяч уставного капитала? Ну, таких гарантий я дать точно не могу. Вот. Будем надеяться, что фонд капитального строительства подойдет, учитывая, что это инициатива и поручение временно исполняющего обязанности, ответственно к этому делу. Потому что если такие случаи будут выявляться, ну, я не думаю, что ради будет Хабиров терпеть долго это. Я просто к чему спрашиваю, вот буквально вчера или сегодня По крайней мере, «Коммерсанте». заинтересованность его попилить этот бюджет точно не наблюдается. На «Коммерсанте» вышел материал по поводу капремонта кровли, да, и региональный фонд капремонта заключил на 500 с лишним миллионов рублей контракты, там огромное количество домов в нескольких городах республики, и заключил контракт в итоге с подрядной организацией, как раз у которой 10 тысяч рублей уставной капитал и 3 сотрудника. И сейчас УФАС вот этот конкурс пока приостановил. Как вообще такое происходит? Почему это возможно? Есть ведь какие-то требования? Ну, во-первых, здесь налицо это происходит потому, что бездействуют правоохранительные органы. Так. Поясните. Объясняю. Все примерно знают, что в системе всевозможных ремонтов сегодня существует такая система, когда сначала одно предприятие, оно получает объем, ремонтирует, получает деньги, закрывается или открывает дочку, дочка открывает внучку. Если вы наберете какие-нибудь типовые названия предприятий, которые делали ремонт в вашем районе, в налог.ру проверите, вы увидите сотни, десятки таких наименований однотипных по одному и тому же адресу зарегистрированных, которые были закрыты, снова новые открыты и так далее и тому подобное. Это не знает только ленивый. Окей. Правоохранительные органы должны следить за этим. Следить. А фонд капремонта не должен следить за тем, с кем он заключает контракты? Фонд капремонта в данном случае один субъект, тот, кто выиграл другой субъект. А есть третий, которому поручено следить за использованием бюджетных денег, пусть он проверит, как и с кем фонд заключил договор, как эти деньги были использованы, понимаете? Все ли там честно, все ли правильно, все ли бюджетные же деньги, все ли открыто, или деньги населения, то же самое проверить.
Ну, почему-то правоохранительные органы МВД что-то как не горит желанием. Ну, этим как-то заниматься. странно перекладывать всю ответственность на МВД, когда есть человек, который заключает этот контракт, и фирма, с которой заключает этот контракт. Но вы же, когда подписываете договор, вы же смотрите, с кем вы его подписываете. Не, ну у нас заинтересованность. Мы что, в безвоздушном пространстве живем? Тот же «Коммерсант», извините, не на башкирской странице, а на всех остальных пишет сплошь и рядом о коррупции в стране. А она что, нас обходит стороной? Мы на острове каком-то? Чунгачанга, То есть что ли? это отмытие денег. Таким образом. Естественно. Прекрасно. Так вот, контроль за тем, как эти исполняются договора и подряды, ну, не на гражданах же лежит, понимаете? Да, очень хорошо, что журналисты это нашли и показали. Меня интересует следующий вопрос. А где меры прокурорского реагирования? Где следком, который напишет, что статья с вашей взята за основу, сказать, как обращение СМИ в адрес правоохранительных органов, проводим проверку? Где МВД предварительную проверку Ну, я написал надеюсь, письмо? что сейчас нас кто-нибудь из них послушает и Ну, так вот отреагирует именно, на что это. мы только надеемся, понимаете, а сплошь и рядом мы видим, что сколько бы ни писали сегодня, к сожалению, эффекта мало. По мусорной реформе еще хочется, буквально у нас остается некоторое время, пройтись. Что сейчас с ней? Вот прошло у нас тоже там с начала января, 3-й месяц начался, были жалобы у людей. Как сейчас дела обстоят? Там тоже нашли, ОНФ проводил проверку, тоже нашли 2 таких компании, к сожалению, в Башкирии, у которых 3 сотрудника и 10 тысяч. Почему так? Тоже деньги отмывать начали? Ну, договорные компании. Ну, ребят, ну, понимаете, ведь если есть деньги, есть всегда соблазн их стырить. Это же нормальное явление, стырить деньги. Это у нас в крови у всех. Ну, так у нас для этого есть органы, которые за этим должны надзирать, следить, смотреть. Если мы не будем смотреть, выявлять, наказывать, ну, тырить-то будут вообще все подряд. Ну, вообще что-нибудь изменилось? Замечаете вы? Обращаются к вам люди вот как раз по поводу этой мусорной реформы? Ну, по мусорной реформе пока мало что изменилось. Она, ну, на мой взгляд, слабо продумана и слабо подготовлена. Я об этом говорил и в ноябре прошлого года в ряде, так сказать, мест. О том, что ну, мы просто не готовы к ней подошли. Идея понятная, идея хорошая, но идея не продуманная сегодня. К сожалению, не знаю, как она будет исполняться, хватит ли денег на все это, хватит ли политической воли вообще довести ее. В общем, пока это дело, на мой взгляд, как мне кажется, со стороны, так пока буксует. Ну, на уровне прежней работы она ведется, мы в мусоре не... Вот мы же видим, что мусор вывозится. Но насколько она правильно, понимаете, ведь эти мусорные реформы, это подготовлены должны быть новые полигоны, и у этих людей должны быть деньги для этого все, там заводы построить, ничего же нету. Ну да, понятно, что есть желание взять с каждого гражданина деньги и кому-то отнести. Это понятно, это святое. Но вот что дальше-то? Тетя Роза нам пишет, что Хабиров сам пойдет, посмотрит и руками пощупает, не ленится. Это речь о подъездах. Ой, тетя Роза. Хабиров был в подъездах, да. Это, по-моему, вообще... Я даже не помню, сколько лет живу в Башкирии, а я здесь родился в Уфе, чтобы кто-то из руководителей такого уровня вообще ходил по подъездам, смотрел, как они выглядят. Но сейчас новая инициатива. Дворы. Теперь... 1,7 миллиардов, да? Да, теперь еще будут и дворы, понимаете? Ну, я уже как-то говорил. Хабиров приехал из Москвы, ребят. Он знает, как в Москве хорошо во дворах, как хорошо в подъездах, и почему его республика, которую он руководит, должна жить хуже, чем в Москве. Вот он хочет сделать так же, чтобы в каждом дворе были детские качели, резиновые покрытия, там стояли бы клумбы, цветы, хороший асфальт, парковочные места. Да, там возможности финансирования будет 99% государства, 1% населения, но это того стоит. У нас нет культуры сохранения мест, где мы живем. Да, в своей квартире большинство не убирается уже давно. Ну ладно. А уж подъезд, там двор вообще. А ведь на самом деле патриотизм начинается именно с этого. Понимаете, вот я открываю дверь своей квартиры в подъезд. Вот как выглядит мой подъезд, как выглядит мой двор, моя улица, мой город. Моя страна, в конце концов. Вот же настоящий патриотизм. Мы все говорим, патриотизм, да, где? Надо воспитывать его. А когда государство дает на это деньги, когда подрастающее поколение видит отремонтированные подъезды, хорошие дворы, и при этом родители говорят, это надо беречь, это вот мы, спасибо, что нам денег дали. Первый раз за столько лет. Ну, не давали таких денег никогда в жизни. Ну, советское, может, до советского времени такого не выделялось. Беречь надо это все. Знаете, выделяться, это, конечно, прекрасно все, что эти 1,7 миллиардов выделится, но вот мы опять, я возвращаюсь все к 10 тысячам установок капитала и 3 Слушайте, сотрудникам. космодром да? ворует.
разворовывают. Стадион «Зенит» разворовывают. Может быть, с ребят, этого чё? надо начать для начала, а потом уже Не, ну смотри, это подъезды и Хабиров дворы. должен, что ли, за ворами гоняться. Ну, у нас есть кому гоняться за ворами. Пусть они меньше... Распоряжение честные выборы бьют друг провести, друга да, в участках, так нет. заносивают, пусть занимаются своим прямым делом. Давайте будем заканчивать наш эфир на этой радостной ноте. Я напомню, что в гостях у нас был кандидат социологических наук Арсен Нуриджанов. Спасибо и пока. Всего хорошего, до свидания. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь.